أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие мои братья и сестры, да благословит нас Аллах во всех праведных делах. Аллахумма амин. Дорогие братья, сегодня я хочу поднять вопрос границы, а также разделенность нашего народа на две части. Я считаю, это большой позор для лезгинского народа, для всех лезгиноязычных народов в Дагестане, в Азербайджане. Поэтому, мои братья, пусть Аллах благословит нас в этом деле. Это все, что происходит сегодня, это для нас испытание нашего Аллаха. Аллах нам дал все, но многие лезгины молчат тихо и никакие меры не принимают на пути Аллаха. Но сегодняшний день это позор для нас, всем лезгиноязычным народам. Разделенность брат от брата, родственные связи мы не можем держать с лезгинами, которые живут на территории Азербайджана. А лезгины, которые живут в Азербайджане, они не могут родственные связи держать с Дагестаном. Но разделенность на две части, вот это событие, которое пошло после разделенности Лезгинстан полностью на две части. После этого была у нас проблема уже более 100 лет. Все лезгины, кто стремился объединить лезгинский народ, их сажали, убивали в тюрьмах, издевались над ними, даже во времена Советского Союза. Но политика Азербайджана очень сурово наказал нас, лезгин. Они говорят, Россия виноват в этом. И доказывать хочет, что Россия виноват во всем. Политика Азербайджана я не согласен, так как в Азербайджане всего находится 9 миллионов населения, а в России находится где-то около 148 миллионов народ. 9 миллионов населения, которое живет в Азербайджане, винуют Россию 150 миллионов почти. Они виноваты. В чем они могут виноват быть? Давай меньшинство обязано объединиться к большинству всегда. Вот какой дом выбрал бы народ? Тесный или просторный, чтобы удобство было у вас? Вот сегодняшний день Азербайджан – это тесная территория. Они хотят его расширить, но хотят коварным путем, они хотят расширить. Поэтому они закрыли границы, чтобы внутри Азербайджана создать военное положение полностью, чтобы там готовить армии всегда, создать добровольческие армии, нацистские армии, бозгуртовские армии, туранские армии, всякие. Хотят они там внутри Азербайджана создать, чтобы не показывать, что происходит внутри Азербайджана. Из-за этого им пришлось закрыть все границы с Россией, чтобы народ тоже не убежал. Призывать в любое время они могут их на войну защищать, типа этот Азербайджан. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, чтобы я хочу, вы правильно поняли, почему Азербайджан именно маленькая республика, которая как маленькие территории вообще стоит грудью
против России и закрепляет границы и не дает народу передвигаться с Россией. А вот этот шейтанский ихние фуры, машины, все едет спокойно. А почему народ не могут двигаться? Вот вы хоть над этим размышляете? Почему именно так, да? Бизнес у них идет, а народ не могут передвигаться через границу с просторную, поехать в Россию, уехать туда-сюда, и народ не могут свой бизнес вести. Вот что они делают в сегодняшний день. Но я думаю, это большой позор для нас, лезгинского народа, что прямо по сердцу лезгинского народа разделил Лезгин на две части и не дает родственные связи укреплять, прочные делать. Так как пророк Мухаммад нам приказывает не прервали, чтобы родственные связи, наоборот, приказывают укрепить их, делать прочными. Но сегодняшний день азербайджанские власти, которые себя считали мученики, шахиди, против армян воевать, себя считали мусульмане, создает такое условие для лезгин, мусульман лезгин, такие условия брат от брата отделяет, национальные вопросы запрещает, историю лезгинам запрещает, история, культуру лезгинам, почти нашу культуру они воруют и нам запрещают все. Поэтому ведут такой коварные политики, настроенные против именно нашего народа. Мы, дорогие братья, должны взяться за эту границу. На этом границе я 3 раза объединял, еще во время Гайдар Алиева. Я избивал всех военных там. Я помню, когда я приходил прямо на территорию Азербайджана, на границе, их военные на колени стояли там. У меня руки, оба, все целовал. Сразу вспомнил, мы мусульмане, какие вы мусульмане, шейтаны. Всех народ грабили вы. Взяточная система там создана. Кто бы оттуда не двигался сразу, все структуры Азербайджана там зарабатывают деньги, взяточники. Вот это государство чем занимается? Азербайджанский. Кровь пьет всех народов, короче. Поэтому они думают, они говорят, Россия. Россия защищает, да, от вас тоже защищает Россия. Потому что вы там создаете всякие бесчинства внутри себя, отправляет в Дагестане, в Дагестане тоже мутите. Россия закрыл границы для того, чтобы теракты не делал на территории Дагестана. 700 чем-то теракты сделал правительство Азербайджана на территории Дагестана. Все смута, которые вели, даже верующие братья, там многие в Дагестане, это все со стороны Азербайджана шел. Через мафиозные системы шел. Поэтому России пришлось вот это все закрыть, типа, чтобы оттуда сюда не перешел. Но это по требованию нашего народа Россия откроет в любое время. Россию знает, что боль лезгинского народа рано-поздно Россия пойдут навстречу, уступит нашим народам, откроет граница. Но также они, граница, там не ущемляет права лезгин и лезгиноязычных народов. Но я считаю, правительство Дагестана в этом виновно, потому что они там тоже взятки берут. Они тоже там министерство МВД, другие структуры, я с ними сталкивались в 2011 году, там почти против меня много МВД, все структуры пошли там. Все структуры пошли против меня в Дагестане. У нас был прямо
трассы, разборки большие. Все вооруженные МВД поднялся против меня. Я не знаю, там сколько их, сотни были, короче. Пришли, окружили территорию, и меня хотел арестовать, посадить. Начальник полиции Магарамкенского района, он требовал, чтобы я пришел в полицию. Я не пошел. Почему? Потому что министр тоже там по телефону разговаривал, министр МВД Дагестана, требовали меня закрыть, короче. А я не хотел отдать им черные каналы, чтобы они своих людей там назначили. На границе обычно Дагестана я в 2011 году там забрал территорию почти. Мафиозная система Дагестана хотел забрать под себя, и тогда человек обратился ко мне, и я поехал туда с своими ребятами, и у нас там получилось бой. Мы прогнали тех и забрали эту территорию, начал контролировать. Как я начал эту территорию контролировать, все наркобароны азербайджанских районов переходили на эту сторону, обращались ко мне: брат, помоги нам, вот мы эту фуру пропусти отсюда, там мы тебе деньги дадим столько, просто делай так, чтобы таможенную службу не проверяли и проходили в территорию России. А я спрашивал, что там в фуре, почему они не должен проверять, потому что там есть анаша, наркотики всякие эти, короче, брат мой. Мы тебе деньги дадим, делай так, чтобы наши фуры проехали. Я говорю, я этими делами грязными не занимаюсь, и ни один фура отсюда не пройдет, пока я здесь стою. Месяцев 2-3 я держал эту позицию на таможенном, на границе Южном Дагестане. И в конце концов все МВД был злой на меня, потому что их машины не проходят, и они коррупционные деньги не могут зарабатывать. И министр дал команду меня арестовать. И мы тогда столкнулись в Дагестане, прямо на границе перед таможней. Почти меня поддержали, начиная от Северного. Все народы поднялись, пришли прямо на границу, поддержали меня, все национальности Дагестана. Начиная от аварцев, лакти, все народы, даргины, все комитеты права человека, все пришли и все хотели меня поддержать полностью. Даже МВД, министр тоже говорит, закрой его. Начальнику милиции они сказали, вы не закроете его, короче. И в конце концов меня забрали ребята в Москву. И ФСБ Дагестана тоже вышел. Мне говорят, зачем тебе эта граница? Говорят, они тебе все равно, это мафия, короче. Застрелить, убьют тебя, потому что это все идет с Азербайджана. Потому что все грязные дела на границах, не то, что там Южный Дагестан, даже порты до Астрахана, по Каспийской побережье, все контролируются азербайджанцы своими грязными коррупционными системой. Поэтому мог бы у нас там вспыхнуть хороший бой с министром МВД Дагестана. Ну, в России тоже поднять эти вопросы очень тяжело, потому что нас не слышит. Правительство России обязано служить народу. Президент Путин Владимир Владимирович обязан служить народу, выполнять все требования народа, потому что народ голосует за него, чтобы он решил все вопросы народа. Ну, сегодняшний день лезгинский народ
должен поднять все вопросы, касающиеся границу, касающиеся глав район наших территорий. Почему эти глав районе, начиная с 90-х годов, их не меняет? Почему они там постоянно по родственным этим отдают эти должности, короче? Почему наши молодежь не могут прийти к власти в Южном Дагестане как глав района? Почему наши патриоты, которые за наши общие дела, которые нашего народа борются, почему они не могут прийти к власти в Южном Дагестане, в Северном Азербайджане? Потому что не дает нам ни с какой стороны проход, чтобы прийти защищать честь, совесть нашего народа. Поэтому я требую правительству Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, чтобы взяли под контроль южную территорию Дагестана. Мы хотим поменять всех глав района. Они нам не интересны. Они для того там находятся, чтобы грабить все деньги в субсидиях, везде бюджетные деньги. Бедный всегда там бедным живет. Ненужные глав в районе, все, кто поддерживает интерес Азербайджана, находятся у нас во всех районах. Потому что они против Азербайджана сегодняшний день ничего не говорит. Проглотил воду и молчит. Так как многих наших братьев убивает, трупы получает, они молчат, они не защищают, у них нет патриотический дух внутри. Даже боль нет, они не видят тех матерей, которые там в слезах плачут за своих детей. Почему? Потому что Азербайджан это все организовал в Украине еще с 90-х годов. Азербайджан всегда создавал в Украине тоже мутку, в Грузии тоже мутку, в Чечне тоже мутку. И так сейчас хочет использовать наш народ против России. Это все мерзкие дела исходят от Азербайджана. Американцы на другом конце мира, англичане на другом конце, все европейцы где-то в другом конце. Азербайджан – это место, гнездо, где собираются все разведки. И везде оттуда создают такие условия против нас, против России. Поэтому эта граница, эта разделенность сильно выгодна этим странам. Почему? Потому что внутри сейчас многие лезгины не знают, что происходит в Нахчеванском военном школе, есть там Гайдар Алиева школа военной разведки, боевые армии, там все готовят, там основной, турки, инструктора там, Турции готовят там на самолетах, на этих истребителях всякие. Тем более они наш народ сейчас, многих молодежь в Азербайджане создал нищета, многие мужики не могут кормить своих семей, они вынуждены идти служить им. Но они их отправляют в Украину, опять же против нас, против наших народов. Понимаешь, они ведут такую чертовскую политику, натовскую, американскую, внутри Кавказа, лишь бы чтобы наши народы уничтожались или ассимилировали. Вот такую политику они ведут против нас в Кавказе. Я не поддерживаю Азербайджан для того, чтобы он связан с европейскими странами. Не поддерживаю так, как они разделили нас на две части. Потому что Россия – это сосед для Азербайджана. Если Азербайджана в сердце был бы милосердие у них в правительстве, в верхах, они сказали бы, это наш сосед, открой, пусть живут, ходят туда-сюда, народ, короче. Они дал бы, не мучил бы наших стариков, старух, женщин, детей. И народ двигался бы свободно по этой границе. Они у нас отняли все. Ценность, самое сердце это Лезгистана.
Сегодня это позор, что они делают против нашего народа, лежит на плечах нашего молодежи, нашего народа. Поэтому, дорогие мои братья, я прошу вас во имя Аллаха милосердного. У вас многих родственники находятся и на той стороне, и на этой стороне. А в сердце нашего народа сунул они свою нож. Поэтому мы обязаны этот вопрос решать. 3 раза я объединял это. Даже там я генерал Кахриманову тоже сказал, что давай создавай национальные армии, поставьте там, где кончаются лезгины, деревня наши. И с этой стороны, и с той стороны. Поставьте. Поэтому мы обязаны это делать, дорогие мои братья. Мы обязаны создать свою национальную армию нашего Лезгистана. Поэтому мы ничего не сможем, пока мы свою армию не будем готовить полностью. Мы обязаны это делать. Мы не знаем судьба России, как сложится. Понимаешь, мы не должны и Россию отдать никому. Это наши земли. И Лезгистан не отдать никому. Это тоже наши земли. Поэтому кто положил глаз на эти земли, Кавказ, Россию, мы всех должен подряд уничтожать, короче. Всех подряд. Они грабить приходят. Как они Мексику грабил, столько лет уничтожали их. Поэтому сегодня у них все там, ресурсы, все кончились. Они идут на упадок, эти страны. Они свежие земли хотят, свежие богатства хотят. Грабить хочет Россия. Потом дойдут до Кавказских гор. И все это захотят они, все ценности, все богатство Аллах, который дал нам в этом мире для своих целей, нужды. Это все захочет они грабить. И нас еще, плюс многонациональный Кавказ, многонациональная Россия, друг против друга будет стравливать, как сегодня азербайджанцев стравливают против нас, как грузинов сегодня стравливают против нас, как славянские народы стравливают против славянских, против друг друга. Вот политика американцев, политика НАТО, англичан, Азербайджан. Сейчас Армения тоже держится за американцев. За американцев держится и хотят Пашинян как-то всех тянуть, короче, в сторону Америку. Хотят обратно создать между Азербайджаном, Арменией братские отношения европейцы, потому что им нужен Иран, чтобы уничтожить. Площадка нужен Армения против Ирана, Азербайджан против Ирана, Грузия против Ирана. Иран им мешает. Если они пойдут против России, Иран объединяется с Россией, будет уничтожать турков, туранов. Поэтому эта политика мешает Эрдогану, Ильхам Алиеву. А Армения уже перешел на сторону америкосов, думает, армяне, от них найдется поддержка, помощь, но они попали в заблуждение большое. Скоро армянский народ сам переворот сделает в своем стране. Азербайджанцы сами сделают переворот там. Этот Ильхам Алиев захотят многие сделать, но не успеет, как и он попадет в руку. И азербайджанский народ его так уничтожит. Он даже не успеет оттуда убежать. На него многие люди, братья,
достойные там бывшие все люди, я имена их не буду называть. Все они против него, короче. Если аэропорт закроет, все закроет, он не успеет даже оттуда, Англии, убежать к своей сестре. Поэтому азербайджанский народ тоже хочет свободы. Талыши хотят свободу. И каждый народ в Азербайджане, который живет, они хотят свое родство укреплять, но им не дает. Я понимаю обстановку, что происходит сегодня в Азербайджане, потому что они тоже против границы, они тоже хотят, чтобы между Россией и Азербайджаном, чтобы границы не было. Но Ильхам Алиев беспредельничает против своего народа даже. Сажает их в тюрьмы, издевается. Все, кто там тему поднимает в границе, их сажают в тюрьмы, говорят, и они агенты России. Всех заодно. Лезгины, когда вопрос поднимает, они агенты армяне, короче говоря. Всех сажают, издевается над ними. А когда азербайджанские народы, там, которые поднимают, они все агенты России, их сажают, над ними издеваются. Вот у них политика чертовской, дьявольской. Поэтому Азербайджан, республика, не должно за Кавказе. Это случайная республика, созданная Советским Союзом. Поэтому эту случайность надо подметать с Кавказа, убрать с лица земли Кавказа. Очистить надо полностью от коварных планов НАТО, Америки. Всякие страны, кто глаз положил на Азербайджан, они все и за ним пускай пропасть пойдет. Но эти земли принадлежат Лезгистану. Это наши земли. Границы Азербайджан, Дагестан, Россия, это не должно там быть. Наша армия, национальная армия с Ираном будет стоять. В этой национальной армии будет все народы, будет служить, кто живет на территории Лезгистана. Не имеет значения, кто он будет по национальности. Раз живете, вы обязаны защищать честь, совесть народа Лезгистана полностью. Поэтому Кавказская Албания как была, вот так она будет обратно. Турция, не вмешивайся в внутренние дела Кавказа. Раз вы карту подняли нашего народа, мы сами поднимем этот вопрос без вас. Если вы хотите в чем-то помочь, скажи Ильхам Алиеву, пусть он уходит, пусть он убирает свою шейтанскую республику, потому что Азербайджан не признает пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Азербайджан идет против не то что лезгинам, против пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Они не признают религию Аллаха. Если они признал бы религию пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они поменял бы конституцию Азербайджана, но они этого не делают, потому что они не верят пророку, не верят Аллаха. Они создали свои личные шейтанские законы, которые друг на друга не совпадают. Они запрещают то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нам разрешил, всем мусульманам на земле. Они все это запрещают нам. И за это они укрепили. Они говорят, мы тураны. Какой туран ты, курд? Курд ты, язык курд. Какой ты туран? Зачем ты обманываешь человечество? Людей, все страны. Неужели хотя бы весом пудинки у него понятия нету, что он курд? И себя называет мы тураны. Блин.
С Армении вас загнали, всех этих курдов, на нашу сторону. Все езид-курды перешли в Азербайджан, захватил власть. И все. И сегодня хотят использовать неграмотных народов, Турции даже неграмотно. Почему? Потому что вы себя называете Тураном, вы притягиваете тех тоже, мы Туран, их тоже в огонь хочет бросать, столкнуть лобами с другим народом, лишь бы, чтобы вы уничтожить нас, захватить мафиозную систему этой территории земли. Но это не должно у вас происходить, потому что сегодняшний день Азербайджанская республика это создана на лезгинском земле. Каким путем эта республика создана? 13 веков лезгинский народ служил Аллаху, и все законы, обычаи, традиции, все было Коран и Сунна взятые. Наш народ жил в начале 7 веке, приняли ислам, религия Аллаха, и полностью в Кавказе держали веками вот эта религия. И обычаи, традиции, все взятое было из Сунны пророка Мухаммада. Поэтому Хаджи Давуд тоже создавал суннитские государства в Кавказе. Но все равно сделал так, евреи поменяли всю психологию и сделали революцию, создали обратно этот микроб заразный Азербайджан, республика. Даже Гайдар Алиев растерялся, что делать, как нам делать в 1936 году, как мы будем называть нашу республику. Ну, нас созданы, короче говоря, в 1936 году, говорит. Ильхам Алиев говорит, мы Кавказская Албания. А теперь отец так говорит, сын так говорит. Вот лицемерие, да. Кто из них прав? Сын или отец? Ну, когда Гайдар Алиев происхождение курд, ну, а если он отец, Ильхам Алиев тоже должен курд быть. Ильхам Алиев говорит, нет, я Кавказская Албания. Мы из этих родов, короче. Вот глубоко заблуждение ведет наш народ, считая он себя тоже. Скоро он скажет, я тоже лезгин. Сегодня говорит Мехрибан, она лезгинка. Вице-президент, типа. Она лезгинка. Мне говорят некоторые спецслужбы, их агенты на территории России, а Мехрибан это лезгинка. Хоть она будет, какой бы нации не была, она женщина, она должна сидеть в рамке. Аллах создал женщину для своего мужа. Поэтому должен сидеть дома, не показывать себя людям. Она себя показывает всем, мини-юбки везде показывает себя. Я такая, леди, короче. Какие леди? Ты свою душу прожигаешь перед всеми, показывая себя все. Разве можно так поступить? Это позор на Кавказе, такие вещи. Поэтому Ильхам Алиев находится в большом заблуждении. Азербайджан, конституции, не должно такой конституции в нашем Кавказе и за Кавказе. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, есть 2 закона. Один закон Аллаха, а второй закон вам создает шайтан. Вот сегодня без бисмиллях, без конституции ислама они создали свою Азербайджан республика. Но эта республика не может быть исламский, мусульманский. У них нету ничего там. Бисмиллахи рахман рахим. Нету заголовок конституции. Нету. Почему? Потому что они не во имя Аллаха живут в Кавказе, за Кавказе. У них в мозгах находится только свою грязную республику расширить. Ну, как мы можем допустить такую ошибку, чтобы покорить? Мы же мусульмане, верующие народы Кавказа.
Мы знаем обычаи, традиции, которые 13 веков назад приняли ислам. Этим законом, этим шариатом мы живем. Ладно, мы мусульмане Дагестана или Кавказа там. Завтра Мехрибан Ханум идет к нам, как вице-президент с мини-юбкой. Как мы должны смотреть эту женщину? Это позорище. Мы мусульмане. Нам сказано, не грешите. Многие мусульмане глазами грешите. Понимаешь? Поэтому она сует везде свою жену, короче. Жена должен дома сидеть, кушать готовить мужу. Она вице-президент. И такой же не бывает. Это позорище. Для горских, кавказских свои обычаи есть, традиции есть. Жена для мужа. Это радость семьи. Жена. Родство. Внутренние семейные вопросы. Она главная, да, внутри. Муж, когда решает все вопросы с мужиками, жена куда лезет? Жена, никакая жена у нас не лезет, не решает. Женщины свою по Корану свою рамку есть. Самые лучшие женщины это те, которые в самом последнем ряду, которые стоят у женщины, когда джамат намаз делает. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: неужели Мехрибан Ханум такая женщина? Но в нем я ничего не вижу исламского. Как могут быть у Аль-Хамалиева? Идет в Мекку, делает поклон, обед оббегает, и здесь Конституция чертовской, а там и намаз делает. Вот такой же лицемерие не должно же мусульман. Все мусульмане этого дунья, им сказано, 5 столпов ислама придерживаться. Если они мусульмане, они обязаны были 5 столпов придерживаться и уважать честь пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям и честь кровь всех пролитых, всех сподвижников, они обязаны были поддержать. Но они же не поддерживают. Сегодня тупые мусульмане, которые так себя называют в Азербайджане, мне задают тупые вопросы. Мы мусульмане Азербайджана. Докажи, что вы мусульмане, вы честь топтаете там, в этом территории земли. Вы по всей России разбежались, короче, везде молитесь, а сам судьба своего народа не решаешь. Докажи, не нам докажи, а Аллаху докажи это все. Зачем у вас должен без бисмилля Конституции? Почему? Где вы, если вы мусульмане? Докажи. Дагестан, Россия. Сразу они нам говорят. Почему Россия? Россия хоть христианская республика, они что хочет, пускай делает. Хоть в России много христиан, чем мусульмане. 20-30 миллионов мусульмане мы. Ну, мы можем, да, мы будем скоро требовать, чтобы в Госдуму мусульмане пошли. Они такие пьяницы там, которые в Дагестане, везде, короче, Кавказе. Мы будем требовать у правительства Российской Федерации, пусть кто молится, пусть тоже идет в Госдуму, поднимает вопросы, решает мусульманского населения. Они обязаны это делать, потому что в Конституции Российской Федерации есть право выбора вероисповедания 5 столпов ислама. И мусульмане должны идти там решать все эти вопросы. Госдумы России тоже. А не должно, которые те люди, взяточники, коррупционные системы, бегают туда, ничего не делает, получает зарплату, живет там, обманывает, который даже намаз не делает. Зачем таких людей туда пускают в Госдуму, я не знаю. Все мусульмане Кавказа обязаны голосовать за тех праведников, которые заботятся о своем народе. И они обязаны идти служить и в Госдуму. Они же народу должны служить. А это что делает? Взяточники, коррупционные, грабители. Ограбили полностью этим. И идет все туда со своими взятками. И что дальше? Они что, знают шариаты, они знают законы, они знают обычаи, традиции нашего народа, чтобы там Россия взять это условие, голосовали там в Госдуме, короче. Понимаешь, вот это вопросы по местам должен. Если 30 миллионов мусульман в 1993 году поддержал Россию, 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 30 миллионов мусульман в 1993 году под
и обязан до конца и требовать все мусульмане, раз мы живем с христианским миром, и там должен мусульманские обычаи, традиции полностью голосовали. А наши депутаты что там? Друг друга убивает там в Дагестане, везде. Идет в Госдуму Россию и сидит целыми днями, зарабатывает деньги и никакие вопросы не решает. Шейтане, да, одни, короче. Зачем вы допускаете? Пусти туда разумных людей, чтобы поднимали перед правительством. Пусть в законах они тоже, у них тоже свои книги есть, у нас тоже свои книги есть. Люди Писания, да, мы все. У них там где-то что-то есть, не совпадает, искажение. Ну ладно, на это не будем спорить, оставим на судного дня на Аллаха. Аллах разберется там. Требования есть требования. У нас свои обычаи, мы лучше знаем. А Азербайджан что хочет? Азербайджан даже мили-меджлис, там нет такие вещи. Все эти черти собрали там, короче. У них нету насчет, они думают, намаз не делать мусульманам считают. Какие они? Намаз не делает. Думает, рубль кому-то дал, он себя мусульманом считает. Весь мир может деньги раздать, все равно ты мусульманом не станетесь. Не будьте вы мусульманами. Вы хоть слово мусульманин, предавшийся Аллаху, вы не понимаете, что за слово. Поэтому вы на законе Аллаха создали свой закон. Вы тут же Азербайджан, правительство доказывает недовольство. Я недоволен законом Аллаха, будет мой закон. Мне неинтересно говорить. Вот они так живут в Кавказе. Если есть шариатские законы, они должны подчиняться Аллаху и создать, не противоречить закон пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это закон, который он принес во имя Аллаха нам. Они нет, это все нам не интересно. У европейцев берут их грязные законы, гей-парады, там всякие эти однополые, создает сверху это чертовские законы. Как это понимать вам? И тут народ наш разделил на две части, укрепляет там свою заразу. Гуной. Это не республика, это гуной, система гуноя, короче. Цех гуноя, который. Все, что они едят, это все харам. Если под этой конституцией вы живете, так называемые мусульмане Азербайджана, позор вам. Считаю, что вы все, что кушаете, это харам вам. Вам и пророк Мухаммад не дал такую религию. Сегодня у лезгинов забирает лезги мечеть, закрывает. Там первый намаз я делал в этой лезги мечети. Когда я его забирал, я там праздник тоже строил. Я первый там, пока вот эти пилорамы, вот эта пыль, все там, я зашел туда, сажду делал, я намаз делал, я поднимался полностью там. А потом нас выгнали оттуда, поставили там шпиона Кабила, короче, бывшая глава администрации Девичи. А потом они поставили туда этого шейтана, шейх Салима, который называет араб, вот, который работал в МНБ вместе с ними, обманули весь лезгинский народ, короче, собирал из арабских стран деньги, типа строить мечети во всех районах, деревнях лезгинских. И он все, ничего не строил, ограбил, короче, там лезгин есть, один Рауф тоже, шейтан, на суде, который пришел, ложные обвинения против меня делал, все они. Он хотел воевать, он хотел меня арабы поставили у меня на лицо, и лезгинов, короче, предатели, черти, на суде, Верховном суде Азербайджана. Министерство национальной безопасности вел такую игру, короче, типа я боюсь России, и все мои почвы готовили против России, типа специально эти арабы, чтобы я попал в капкан, я буду бояться, короче, России не знали, не оценили меня хорошо. Это шейтаны, короче.
Поэтому эта шейтанская республика не должен в Кавказе находиться. А границы, которые они поставили, эти границы мы должны поставить между Ираном, понимаешь, и Лезгистаном. Поэтому, мои братья лезгины, это позор у вас сегодня на плечах. Вы должны исправить эту ошибку, которую они сделали. Потому что считаю, что слезы ваших родственников, которые живут на той территории, на этой территории, вы за эти слезы судный день не сможете отвечать. Понимаешь? И если дети живут на той стороне и на этой стороне, они не могут даже ездить к своим родственникам. Дочка не могут к отцу поехать, к матери поехать. Всех разделили нас. Вот это горе, эти слезы, судный день у вас у всех перед глазами будет стоять, мой народ. Клянусь Аллахом, вы за каждый слез будете отвечать. Вы даже если хоть вы будете мусульмане, хоть вы будете не мусульмане, все равно эти слезы будут стоять у вас судный день. Аллах скажет, это же твой народ, это же твой родственники. Это почему вы не укрепляли свои родственные связи? Почему вы не решали? Предатели только не могут решать эти вопросы. А честный, добросовестный народ никогда не должен между нами, чтобы граница была. Поэтому мы себя должны показать всему миру сегодня. Во имя Аллаха наше время пришло. Все лезгины обязаны перед Аллахом полностью вооружаться. Я, как имам Лезгистана, я призываю всех вас, всех до единого. Поэтому, мои братья, не бойся смерти, бойся Аллаха. Ваттакуллах. Только Аллах, как к Чеханикасу. Ваши враги бесчинствуют на ваших землях. Не вы пошли. Давай мы разделим Баку на две части и поставим лезгинские национальные армии посередине в Баку и не будем пропускать туда-сюда. Возьмем взятки, кто туда пойдет, сюда пойдет. Будем грабить их народ. Им интересно будет? Нет. Им боль будет? Да. Вот так же нам тоже сегодня больно, да. Они же такой же игру ведут у нас. Машина едет, груза возит, Эльхам Алиев свои помидоры, хияры, там всякие эти, все, овощи, фрукты, все возит. Захватил рынок Российской Федерации, зарабатывает черные деньги. Эти деньги мешками уходят с кармана на карман в Азербайджан, Баку. Оттуда вот эти деньги все идет и в Украину. Вот как работает система Азербайджана. Убивать опять же наших дагестанцев, чеченцев, кавказцев, всех народностей Кавказа. Вот как они используют всю эту систему. Россия для них получается рынок, доходное место. Миллиарды денег уходят в Азербайджан через паромы, через всякие грязными путями. Все переходит в Ильхам Алиеву казну. Оттуда он думает, надо поддержать этих, пусть уничтожает Донбасс. Надо поддержать американцев, надо поддержать Израиль. Надо уничтожить этот Палестинов, короче говоря. Надо израильцы, наши братья, короче говоря. Вот планы Ильхама Алиева против наших народов. И все мусульмане, которые в Азербайджане, Ильхам Алиев наш брат. Мы армян уничтожили. Все вот так говорят. Не знают, что за эти деньги Ильхам Алиев такие суммы платил армянам, Пашиняну. Эти деньги даже на территории Армении не пришел, на территории Азербайджана, там где-то в банках швейцарских, где-то он тоже предал армянский народ.
этот предал из себя Кахриман сделал, короче. Это слово в Азербайджане самое известное слово. Кахриман, короче. Поэтому во всех тюрьмах Азербайджана говорится, ты кто по жизни? Кахриман говорит. Кахриман это как Кахпя говорит они. Вот таким людям, короче. Вот сегодня он такие подвиги ввели, я забрал всю территорию. Ну, деньгами ты забрал, да? Потому что и американцы так хотели. И комитет 300 тоже так хотели, что площадку готовят против Ирана. Армению хотят против Ирана тоже настроить. Поэтому американцы зашли в Армению, и все планы идут у них по программе. Поэтому лезгинский народ должен здесь быстро объединяться. Вот это 3 государства, которые в Кавказе, за Кавказе, от них исходит зло против наших народов лезгин. Потому что лезгины – это корень тоже Кавказа, грудь Кавказа. Всегда кавказские народы надеялись на лезгин. Всегда лезгины первым вставали на войну. Если лезгин не стал бы, через Кавказ прошел бы, все прошел бы. Даже монголы не прошли через Кавказ. Они обратно ушли. Чеченцы, дагестанцы, уже лезгины, народ, даже крепость Дербент они не смог покорить полностью. Эти монголы, это все, короче, шейтаны. Поэтому, дорогие мои братья, история повторяется. Все лезгинский народ должен в полной боевой готовности стоять, защищать честь, совесть своего народа полностью. Не нужен вам бессмысленный образ жизни, вам нужен достойный жизни. Достойной жизни бывает 100 лет один раз. Когда мы будем защищать честь, совесть нашего народа. Поэтому, дорогие мои братья, грудь Кавказа – это мы. Грузия, если лезгины голову поднимет, многие грузинские политики сразу побежат к Путину, умолять. О, президент Путин, помоги нам. Вот эти народы, это опасно для нас, сразу скажет. Я знаю, кровь, на чего способен мой народ. У них дух есть. Каждый они будет управлять. Их никто не смогут остановить. Поэтому Гайдар Алиев всегда на трибунах выступал: о, народ, самый опасный это лезгины. Смотри осторожно. У них, когда они объединятся, Далилезгиляр, говорят они нам, ни Азербайджан не останется, от Азербайджана перья останется. Они сразу разбегутся кто куда, короче. Когда лезгинов, чем больше их бьет, тем больше они настырные. Их ничем не купишь, хоть миллиард дай. Им деньги не интересны, им честь только, защищать свой намус. Вот такой народ это воинственным духом. Они острее, чем кинжалы. А каждый лезгин это воин Аллаха на земле духом. И еще Аллах спустит ангелы, малайки, придет в сердца вашу поддержку вам сильной, мощной. И ни один враг в Кавказе не смогут устоять перед вами. Аллах дал вам многого, вы просто ослеп сейчас. Я хочу вас всех оживить на пути моего Аллаха, чтобы вы поняли достойной жизни, где находится. Весь мир вы можете контролировать во имя Аллаха. И никому мы не отдадим, и Россию. Мы будем поддержать слабых. Если Америка себя считает сильным, мы будем Россию поддерживать. Пошли они к черту, шейтаны. Ни нога не будет, ни американцу, ни
никого. Кавказа, ни в России, даже не в Средней Азии, мы их не пустим. Заберем в Средней Азии всех мусульманских стран, объединим мы полностью. Не пустим. Все мусульмане обязаны служить Аллаху и поддержать пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, его идеи. Кто не будет поддержать их кровь дозволенного полностью. Все политики, что Азербайджан там ведет, это грязь, это мусор, зараза. Это не должен пачкать Кавказ. Заглушить должен. Мы его глубоко консервному банку закопать, глубоко, чтобы больше этот мир не заразился этими джиннами, шайтанами, этими грязными мыслями, дорогие мои братья. Пусть скажут они нам, что хочет, нам наплевать все. У нас есть Аллах, единственный, который в этом мысли мы только живем, поминая Его день и ночь, поклоняясь Ему достойно. Самое лучшее имя, качество – это быть рабом Его на этом земле, служить Ему. Это нур Аллах наш. Это нур зайдут в сердца всех лезгин, и все лезгины будет показывать. Они не будут бояться смерти, ничего в этом жизни. И знания зайдут во имя Аллаха, и у нас откроются все дороги к справедливости. Все лезгины должны справедливым быть, честным, достойным. Лучшие качества они должны взять у Аллаха и решать все вопросы. Не бойся, мой народ, ни от кого, кроме Аллаха. Говорите правду. Правда всегда есть самое сильное, острое оружие против врага. За то, что вы молчите, многие боятся. У вас поэтому такой разногласие внутри. Вы сегодня два брата в одном доме не можете жить, потому что у вас дух все отняли, шайтаны. Не должен между нами ни границ, ничего. Границы мы поставим там, в Англии поставим, в Совете Европы там поставим свои границы, до конца пойдем. В Америке, когда не будете, заберем это все, освободим все страны. Всем мы должны, обязаны привести свободу всем народам, угнетенным на земле. Все лезгины должны служить во имя Аллаха, принести свободу всем человечеству. Для этого в целом мы должны жить на этом земле, достойно вернуться к Аллаху. Смотрите, что творится в арабских странах, Турции, везде. Поэтому мы обязаны служить Аллаху верно. На земле должен мир справедливый. И каждого человека обязаны ценить, уважать, любить. Вот это должен на земле. Достойной жизнь должен каждому человеку создан на земле, а не такой сегодня человек за человека не считать, как комаров убивает их тоже. Это беспредел. Это беспредел против человечества. Мы дети Адама. Все люди на земле дети Адама. Мы должны спасать мир во имя Аллаха. Мы начинать должны из своего дома. Из Лезгистана это все должно начаться. Поэтому мы в первую очередь мир должен делать в своем доме, а потом мы сделаем везде. Если мы этот мир не сделаем, если мы не объединим всех народов на земле, бесчинство останется еще. Но она будет наказана скоро гневом Аллаха. Поэтому, дорогие мои братья, служите Аллаху верно, принимайте религию Аллаха. Ваши предки мудрее были, все они поклонялись, падали ниц Аллаху, служили. И честь Кавказа всегда они защищали. Не имеет значения там Кавказа, христиане.
мусульмане, честь есть честь. Любой человек – это сын Адама. Мы обязаны служить Аллаху, защищать честь всех детей Адама. Кто бесчинствует, хоть он мусульманин, его надо наказывать по шариату. Кто бесчинствует, даже христианин, против Господа, его тоже надо наказывать. Поэтому Аллах всемогущий, все знающий. Хоть христиане говорит Бог, мы говорим Аллах, одно и то же. Илахи. Ему мы покорно должны и служить. А этот Азербайджанская республика намного ошибся. Они собрали столько лет, даже 100 лет убивая лезгинский народ, они собрали мерзкий образ закона, мерзкий закон. Сегодня, если даже азербайджанские мусульмане будут поддерживать этот закон, дьявольский, таутский, считаю, что они выйдут из религии Аллаха, они будут никогда они рай не увидят. Никогда они джаннат не попадется, потому что они защищали закон Таута. А мы, мусульмане, верующие, лезгинский народ, мы поднимаем ни вчера, ни сегодня. Мы когда поднимали вопрос Лезгистана, Россия, не был Советский Союз. Мы в то время еще боролись против Азербайджана. Я сегодня лидер Садвал организации. Я организатор многих делов еще 90-х годов. Генерал Кахриманов тоже мне говорил: Асул, мы тебя, как полагается, тогда не оценили. После твоего задержания у нас распал все. Садвал организации, все распал. Поэтому я находился в тени, мои братья и сестры. Я поддерживаю мой народ. Моя семья – это лезгинский народ. Я начну своего семьи. Поэтому, мои братья, вы обязаны идти до конца. Вам нравятся границы между вами? Это позорище, это шейтаны, которые грабят наш народ. В 95-м году я даже прозрачно делал эти границы. Я диктовал и Гайдар Алиеву, и Россию тоже, Минобороны. У меня пошли там переговоры. Я запрещал им там делать границы сильные. Я дал до 9 все лезгинские паспорта, все лезгинязычные народы двигались туда-сюда. После того, как они арестовали, меня осудили, посадили, опять они сделали такие границы вам, чтобы вы сегодня друг к другу не могут ходить. Я вам это все говорю ради Аллаха. Я не боялся тогда тоже. Гусарские женщины мне что сказал, когда я на трибуне выступал? Асул Баба, ты тоже пришел к нам на митинг. Первое слово дал мне генерал Кахриманов, Нариман Салманович. Я поднялся на телегу, выступал, сделал молитву, открыл. И женщины мне говорят: скажи этим мужикам, лезгинам, пусть наши платки одевают, пусть оружие даст нам, мы сами свой Лезгистан сделаем. Я тогда сказал: сейчас пойдем со мной, И пошли, налетели на этих границы полностью, заставили им решать все вопросы. И прозрачно сделал, не проверять. А сейчас азербайджанские на границе, смотри, эти мандавошки. Их надо подметать оттуда полностью, освободить все. Лезгистан. Не должно они там находиться. Я вам говорю, кто против меня идет, все враги нашего народа. Все они взятки служат азербайджанцам, взяточным системам коррупционной. Их всех надо наказывать. Они даже во главе правительства
Дагестане находятся вот эти все черти, шейтаны, их разведки, их все назначенные. Они среди ФСБ находятся, среди МВД находятся, везде они находятся. Не надо нам бояться о них. Поэтому, мои братья, честь, совесть наших народов выше всего. Мы против России не идем. Они имеют право, свои законы, обычаи, традиции, свои христианские, что хочешь, они пускай делают. Мы требуем наши права вероисповедания, 5 столпов ислама. Если в Конституции Российской Федерации написано по вероисповеданию наши права, а тут нас угнетает еще Азербайджан, запрещая нам наши национальные вопросы, начиная нам наши истории, запрещая нам наши истории, запрещая нам наш материнский язык языческих народов в Азербайджане, ущемляет права полностью. Мы имеем право защищать честь, совесть нашего народа. Это не преступление. Это мы всему миру писали. ООН знает, Совет Европы знает, Америка знает, Россия знает, все страны мира знают, что Азербайджан ущемляет права лезгинского народа. Даже ООН, организации, которые написаны в уставах, поддержать малочисленные народы на земле, они даже не поддерживают нас. Совет Европы не поддерживал нас. Америкосы даже ноль внимания. Я к всем обращался. К всем я обращался. Даже в камерных режимах Андреас Кросс приходил к нам в тюрьму Габустанские. Ему тоже жаловались. Многим права человека приходил Совет Европейской конторы, швейцарские конторы, Красный Крест. Мы всем жаловались на Азербайджан. Беспределие, убивает лезгинов, сажает, издевается, пропадает без известия. Поэтому это все вопросы мы поднимали. Все равно никто не решил наши вопросы. И до сих пор они ловят, сажают и в тюрьмах издеваются над нашим лезгином. Сейчас Айдына забрал с территории России, посадили. Разве если какой-то суд в Российской Федерации пойдут против нас, мы будем знать, что его финансирует Азербайджан. Даже МВД, структуры, пусть отдаст Айдына нам всем, всех наших политзаключенных. Мы требуем освободить всех лезгин политзаключенных и требуем всех лезгин, кого они забрали как изменники Родины. Азербайджан – это не наша родина. Азербайджан – это проклятое государство на наших землях созданное. Там заразы всякие. Там даже азербайджанцы, такой народ, они сами этого не хотят. Курдские мафии там, клановая система там, чертовской образ жизни там, Это не должно у нас на нашем земле. Поэтому мы обязаны спасти даже азербайджанский народ, им принести свободу, открыть границы, чтобы они свободно передвигался в Россию, туда-сюда, жили спокойно, дружно, радость должен мы вселить всех народов Кавказа, всех народов России. И народ должен спокойно, дружно жить, не пускать на нашей территории Кавказа ни америкосов, ни европейцы, ни англичанов, потому что им всем нужно всегда стравливать наш народ, чтобы погибали наши народы. Хоть Россия наш враг, не враг, мы не должны воевать ни с кем. Мы будем мирно жить со всеми, понимаешь? Им нужен, они как диктуют, Россия наш враг, Россия наш враг, постоянно нам солит глаза. Россия, Россия, а сами что делать, падлые. Подлецы, запрещает нам все, забирает наших молодежь, уничтожает. Понимаешь, это позор, все. И границы не должно между нами. Я этот вопрос подниму и в Москве, России. Перед президентом тоже поставлю этот вопрос. Границы не должно там. Я заберу это, поставлю национальную армию там. На территории России я поставлю национальную армию там. Свою армию поставлю я.
лезгинскую. И на той стороне я свою армию поставлю. И буду пропускать всех лезгин туда-сюда, короче. Крайний случай, вот так мы сделаем, мои братья и сестры. Это что такое позорище, блин? Сколько можно терпеть, это укрепляет границы. Кто такой, эта республика, он весом пылинки не стоит этого Азербайджан. Шейтанские государства нам проблемы создает. А сами нас называют, мы ФСБшникам служим, России, Кремлю служим, а сами твари американцам служат, англичанам служат, европейцам служат, твари поганые. Вы все тряпки половые служите. Честь наших народов тратите. Россия хоть наши соседи, ладно. Вы кого туда, Кавказ, притягиваете против нас, создать смуту, короче, бессонная. Вот маска его. Мы к ФСБ служим. Падли ФСБ лучше, Россия лучше, чем ваши америкосы, всякие твари поганые по всему миру, с веками они уничтожают всех мусульман. Смотри, что они сделали. В Багдаде, везде. Это все и в Афганистане. Вы даже Палестину даже не поддерживаете, блин. Столько лет они страдают. Вы поддерживаете Израиль против Палестины. Что от вас можно ожидать? Вот это азербайджанские мусульмане. Ура! Мы шахиды. Да, шахиды вы. Ахираты вы увидите, какие вы шахиды. Мне просто жалко вашей молодежь, которая умирает. Если вы увидели бы их могилы, их души, тогда вы сказали бы, они за этих геев умирают, которые там европейские законы поддерживая, умирают они. Да поможет нам Аллах, все знающий, все могущий, дорогие мои братья. Я именно говорю вам во имя Аллаха, эта граница не должно, все лезгины обязана участвовать скоро в митинге, требовать, чтобы границы не было. Мы будем требовать президента Владимира Владимировича, чтобы эти границы между нами не было. И мы будем требовать, в крайнем случае, мы свою национальную армию поставим туда. Мы сами будем, народ, контролировать полностью эти границы. И народная армия будет это все контролировать. И на той стороне мы будем контролировать, и на этой стороне. До тех пор, пока наши вопросы Лезгистана полностью не будут поставлены перед ними, перед всеми странами. В крайнем случае, если Азербайджан будет безбеспредельничать против нашего народа, и мы будем око за око отомстить их полностью, да поможет нам Аллах, все знающий, все могущий, дорогие мои братья. Не бойся никого, только Аллах как чеху. Аллах ты глава. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры.